Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. И земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, что он думает о ваших чувствах, по его мнению, что вы к нему испытываете. Очень интересная тема. Давайте вместе посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его, назовите по имени. Обратитесь к нему, задайте ему свой вопрос. Мой милый, дорогой, что, по твоему мнению, я к тебе чувствую, да? Каковы мои чувства? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы видят моими руками, что сейчас от нас скрыто, о чем желаем услышать и узнать. Так, мои хорошие. Ой, смотрите, как слезки. Слезки мужчины вышли. Бедняжечка, какой он у вас нежный. Он из-за вас плачет, переживает очень сильно. Так, ну давайте его глазами посмотрим на вас. Какая вы в его глазах. Как он вас воспринимает. Здесь он показывает не женщину, а звезду. Вы для него звезда. Как там? Звезда пленительного счастья. Прекрасная, совершенная, но холодная и далекая. Вот поэтому он из-за вас и плачет. Кажется ему, девочки, что вы его всерьез не воспринимаете, что вы играете с ним, с бедненьким, как с игрушкой, как с тряпичной куклой. А он такой несчастный, не в силах бороться с той любовью, которую к вам испытывает, ну вот прям подчиняется вам и терпит все ваши уколы и все ваши насмешки. Да, говорит, я мальчик для битья. Она ко мне так относится. И я такой несчастный. Знаете, как его в детском этом рассказе, еще фильм был, Пьеро, да, вот Пьеро. Сбежала Мальвина, невеста моя. Ну и там дальше. В общем, я не помню, если честно, я не помню, давно это было. Прям очень давно. Вот. И вот он из себя разыгрывает такую вот жертву, что она меня не любит, она мной играет. Звезда далекая, прекрасная и холодная. Да, девчоночки, тяжелые случаи. Знаете, вот идет такое стойкое ощущение, что все ровно приблизительно наоборот. Да? Что мужчина наоборот принимает вашу любовь, причем с большим удовольствием. При этом это он с вами играет, как кошка с мышкой. Понимаете, и это вы жертва, а не он. То есть он, я так понимаю, у вас еще тот манипулятор-абьюзер и пытается, значит, и здесь даже моей отсыпки надавить вам на жалость, заставить вас почувствовать себя, ну, вот такой вот грозной женщиной, которая плохо обращается с бедным мальчишкой. Так, ну что по сути? По сути, я вижу, что вы умеете любить, что у вас огромное сердце. Вы и любить умеете, и хотите. И тот, кого вы любите, ну, это самый счастливый человек. Вы в любви вся без остатка отдаетесь. Нет такого, чтобы вы любили наполовину, на четвертину, либо условно. Нет, такого нет. Если любите, то любите. И за любимым человеком, босая, по снегу, да, вот на все готовы, на любую жертву, на любой такой, ну, яркий поступок. Себя в чувствах не щадите, не жалеете. Знаете, еще такое впечатление идет, что вы не умеете принимать любовь. Но вот бывают девчонки, которые сначала вот себя ставят на первое место и говорят, я буду с тем, кто меня больше любит, либо кто для меня больше делает. Я буду позволять себя любить.
Да? Человек мне деньги, а я позволяю себе любить. Человек мне там подарки, а я позволяю себя любить. А вы не такая. Нет, вы бессеребреница, вам ничего не нужно. Вам просто нужен любимый человек рядом. И чтобы с этим человеком все было хорошо, чтобы был жив-здоров, и более вам не требуется. Вы очень терпеливая. Опять же, вот жертвенность ваша чувствуется. Хоть он пытается себя выставить жертвой, я вижу, что все наоборот. Наоборот идет. Нервы он вам трепет. Вы из-за него часто волнуетесь. И бессонные ночи ваши вижу, и усталость под глазами. Думаете часто о нем, переживаете за него. Жалеете его очень сильно и многое ему прощаете, на многое закрываете глаза. Вот. А он такой, знаете, баловень судьбы, он этим пользуется. И еще и пытается вас тираншей выставить. Ну надо же, паразит, да? Ах, какой! Ни уму, ни сердцу. Так, по поводу этого мужчины. Ну, он фонтанирует во все стороны. Он мужчина хоть куда. Очень озабочен собой, своей внешностью. Ему хочется быть в центре внимания. Ему хочется, чтобы там девчонки вокруг него крутились, вертелись, как эти заведенная юла. Прям ему нравится. Он кайфует, когда рядом много женщин. Ему нравится, когда ему женщины делают комплименты. Вообще любитель такой, знаете, любитель женского внимания. Но, конечно, много у него негативных качеств, но он не дурак. Вот. Он не дурак, и это видно по этой отсыпке. То есть этот мужчина понимает, что то, как вы его любите, это дар, это благословение небес, это Боженька поцеловал. И что ни одна другая девушка любить его так самоотверженно не будет. Что он счастливчик походу, да? Вот повезло, выиграл в лотерею, вытащил этот заветный выигрышный билетик в виде вас. И вот жизнь его меняется. Благодаря вам меняется, причем в лучшую сторону. А ну-ка, кто еще будет такого терпеть? Кто еще так беззаветно будет ждать? Кто будет на него молиться? Кто будет, извините, сранки за ним выносить? Пастерушки, уберушки, готовка. Стараться, угодить любимому, да? Помочь любимому. Кстати, у кого-то еще отыграется, девочки, что вы ему и финансово как-то помогаете. Ну, либо вы ему деньги экономите, там, не просите никаких ни подарков, ничего, но либо конкретно денежку ему даете. Вот. Не у всех так отыграется, но у кого-то конкретного. Это я вижу. Но видите, какой. Сумел пристроиться, да? Сумел такую прекрасную девушку охмурить. Что, по его мнению, вы на самом деле к нему чувствуете? Ну, давайте так. Вот он уверен, что он вам нужен. За это он может поручиться, что он вам действительно нужен, что вы в нем нуждаетесь, и что он может этим манипулировать и играть на этом. Это первое. Второе. Он замечает, как вы смотрите на него и смотрите на других мужчин. Ему это нравится, ему это приятно. То есть он говорит, это моя, да? Моя, причем привязал крепко-крепко к себе, да, никуда от меня не денется. Все с меня стерпит, да, от меня, вернее, все вынесет от меня. Это он тоже знает и тоже этим пользуется. Следующий момент. Он четко знает, что вы ему никогда не врете. Не врете, не обманываете, не лукавите. Это он тоже знает. И как бы, в принципе, ему это нравится. Он-то вам периодически там хвостом виляет, а вы ему все как на духу говорите. Еще он уверен в том, что вы никуда от него не денетесь. Ну вот вижу, что привязал, он вас привязывал. Я не удивлюсь, если этот мужчина, может быть, занимался какой-то женской психологией, посещал какие-то тренинги, курсы, либо самообразованием занимался. Вот какие-то крючки он все-таки у вас накидал. Не все крючки сработали, но что-то да сработало. Завязки есть, я это вижу. И он это тоже прекрасно понимает. И еще он думает, что вы не способны на то, чтобы рассмотреть его истинную суть. Ну вот, типа, я ее настолько охмурил, что она никогда не увидит, что я ею играю, что я перед ней виляю, что я такой эгоист, который живет для себя, да, что я ей, извините за слово, пользуюсь. Ну, я все равно скажу, потому что оно тут показано. Вот, в этом он уверен. Ну, если все вышесказанное суммировать, то можно поставить знак равно к слову «любовь». То есть он думает, что вы в него
по уши влюблены, самозабвенно влюблены. Хотя он под страхом смерти никогда в этом не признается. И до конца будет играть вот этого несчастного влюбленного Пьеро, да, что вот типа я такой простой парень, я такой честный парень, а ты мною играешь, да, ты лукавая звезда, холодная и далекая, все мною играешь. Это его такой способ пристроиться в жизни. Ну, либо он по-другому не умеет. А может быть и умеет, но не хочет. Да? Ему так удобно. Ему удобно занять эту роль жертвы. Ему удобно постоянно вас пинать, обвинять, что вот вы ему жизнь портите, что вот вы там такая рассекая. А он жертва. Да? Ему это удобно. Действительно удобно. Так, девочки, но есть и хорошие новости. Я вижу, что ваше добро, которое вы на него излучаете, да, по отношению к нему делаете, дает свои результаты. Медленно, очень медленно, но в нем прорастают действительно хорошие моменты. Так что, мои хорошие, непростые у вас отношения. Я не могу сказать, что мужчина какой-то мерзавец, негодяй. Просто каждый живет так, как ему выгодно и удобно. Я так понимаю, что он вам изначально достался немножко порченный. Может быть, он испортился в процессе своей жизни. Может быть, какая-то женщина его подпортила. Кто ж его знает. Вот он вам таким и достался. И вот имеете то, что имеете. Да, и с этим нужно работать. Он очень сильно по поводу вас ошибается. Да, вы умеете любить, и да, вы умеете доверять, но вы не дурочка. Далеко не дурочка. Вы очень мудрая женщина и терпеливая женщина. А вот это сочетание мудрости и терпения дает самый классный, стойкий и положительный результат. Мужчина не замечает, как под вашим влиянием он начинает меняться, ломаться, заново срастаться. Это уже происходит, и я это вижу. У него уже ход мысли немножко поменялся, ход действий поменялся, стратегия поменялась. И даже в какой-то степени он начал говорить вашими тезисами. Да? Это тоже я вижу. Лиха беда начала. Наши женщины сильные, не таких обламывали, не буду говорить плохие слова, да, но вы поняли. Вот, я вижу, что вы своего добьетесь. Вижу, что любите, вижу, что не оставите, и вижу, что вы его переделаете. Вопреки всему, вопреки всем, вы его переделаете. Вот эту хитрость, эту легкую подлость вы из него точно напрочь выбьете. Это я вижу. Не мытьем, так катаньем. Не сегодня, так завтра. Вы это сделаете. Вы понимаете, вы ему боженькой даны. Даны не просто так, а даны как шанс на избавление, исправление всех тех огрех, с которыми он родился, либо которые он в процессе жизни приобрел. Вы скажете, я что, спасатель, спасательный круг, что за дела? Но видите, боженьки виднее. Боженьки виднее. Видно, боженька видит, что он не пропащая душа, и, возможно, у этого человека, на кого вы загадали, действительно очень серьезная миссия. А вы ему в этом будете помогать, вы будете его тренировать, растить, будете его прокачивать, будете склонять его на сторону добра. Вижу, что мужик, он талантливый. Вот как ни крути, при всех его огрехах он очень талантливый мужчина. У каждого, конечно, свой талант, к своему какому-то делу лежит душа, талант. Но, тем не менее, мужчинка тоже непростой. И у кого-то даже из вас отыграется, что мужчина обладатель дара. И не абы какого, а очень крутого. Вот. И благодаря вам он должен раскрыться. Он должен стать тем, кем он рожден. Тем, кем задумал его боженька. Понимаете, вот в таком ключе мне идет информация. Это сейчас сложно понять, и уж тем более сложно принять. Но поверьте, девочки, ваше знакомство, ваши отношения, они не случайно, абсолютно не случайно. Я думаю, что вы и сами это сердцем чувствуете, но просто словами объяснить не можете. Вот, еще время не пришло всем тайнам открыться. Вижу, что у вас не все так гладко, как хотелось бы, но тем не менее дорога ваша ровная, прямая, и она продолжается.
продолжается и вижу, что расширяется. Это хороший знак. Это знак того, что будут отношения меняться. И вы в этих отношениях будете меняться, и он поменяется. И очень многое вместе вы сделаете, очень многого добьетесь. Нет, конечно, есть ваше право его бросить. В любой момент вы можете бросить и пойти дальше своей дорогой. Вот. Но вижу, что не все на это пойдут, вернее, на это могут пойти только лишь единицы. Потому что любите его, потому что в нем нуждаетесь. Что-то есть в нем такое свое, родное. Вот вижу, что плохо вам без него. И с ним как-то, иногда не очень, но и без него очень-очень плохо. Девчонки, любовь, это любовь. Это любовь, мужчина строптивый, вы терпеливая, вот вы друг друга нашли, боженька вас свел, и вот одним путем идете. Отсыпка очень такая сложная, противоречивый мужчина и очень терпеливая женщина. Конечно, сложно. И вот этот загаданный мужчина, он ведь на самом деле вас тоже любит. Но такой любовью, знаете, не сформированной, не окрепшей, это вот как контуры любви, да, контур. Может быть, он и сам себе боится признаться. Может быть, он в принципе боится любить. Никогда не любил и боится полюбить. Но благодаря вам он точно раскроется. Вы друг другу даны боженькой. Вот как хотите, так с этим и живите. Здесь четко это показано. И как бы вы там ни расставались, ни расходились, ни разводились, все равно вы будете друг к другу возвращаться. Одной веревочкой вы повязаны. А веревочка очень-очень крепкая. Ее не разорвешь и не развяжешь. Понимаете? Боженька вас вел. Вы друг другу по судьбе. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.